Археологи подсчитали, что на планете в буквальном смысле под землей зарыто около 300 тысяч тонн золота и порядка 2,5 миллионов тонн серебра. Иными словами, если все это из-под земли достать, то каждому жителю досталось бы примерно по 60 грамм золота и 400 граммов серебра. Что касается нашей страны и кладов, то по одной из легенд Наполеон практически все драгоценности, которые вывез из Москвы в 1812 году, спрятал как раз-таки в белорусских землях. И, как выяснилось, кое-что из этих богатств уже удалось найти. Вот, например, это пряжечки как раз из запасов Наполеона. Однако не забываем, что наука археологии лишь поиском драгоценностей не ограничивается. А потому первое, о чем мы сегодня поговорим в программе, это о находке, которая стала одной из самых главных в научном мире Беларуси в ушедшем 2016-м. Уникальный для Восточной Европы памятник эпохи викингов в Витебском регионе. Итак, обо всем по порядку. Это «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. И смотрите в программе. Топ-10 научных достижений страны. Эксклюзивные кадры раскопок кордона Витебского подвинья. Подводная археология. Кто и что ищет в белорусских озерах и реках. И ювелирная работа. Из осколков собираем исторические ценности. Впервые термин «археология» употребил древнегреческий философ Платон еще в IV веке до нашей эры. По-гречески «архаиос» — это «древний», «логос» — «наука». В XVIII веке под словом «археология» стали понимать исключительно историю древнего искусства, и лишь спустя столетия термин начал приобретать более-менее близкое к современному значению. В начале Средневековья всяческие археологические изыскания практически прекратились. В эпоху Возрождения, если и копали, например, в Италии, то лишь для того, чтобы добыть античные скульптуры. Вновь интерес к археологическим находкам возник в XVIII веке. В Беларуси первые археологические исследования начались на рубеже XVIII и XIX веков. В 1790 году в Полоцке неизвестный исследователь раскопал фундаменты храма Бельческого Борисоглебского монастыря XII века. А одними из основателей белорусской научной археологии считаются братья Тышкевичи, представители известного магнатского рода. И уже в 1855 году на основе части экспонатов Логойского археологического музея и других материалов один из братьев, Евстафий Тышкевич, создает Виленский музей древностей и археологическую комиссию при нем, которая вела научно-исследовательскую работу. В 1920-1930-е годы белорусские археологи нашли 700 стоянок мезолита, неолита и бронзового века, 864 городища и 200 поселений железного века. Эта работа продолжалась в послевоенное и новейшее время. Сегодня на территории Беларуси известно около 900 памятников каменного и бронзового веков, около 1500 городищ и селищ, относящихся к раннему железному веку, а также почти 6000 курганных могильников. Наиболее богатые археологические фонды сохраняются в Национальном музее Беларуси и Институте истории Национальной академии наук. Ну что ж, «Наукомания», можно сказать, святая святых белорусской археологии. Мы находимся в музее Института истории Национальной академии наук. И прямо сейчас узнаем подробности тех самых раскопок, которые стали сенсацией в научном мире в 2016-м. Рядом со мной научный сотрудник Института истории Сергей Дернович. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей Дмитриевич Дернович, научный сотрудник отдела средневековой археологии и нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси, исследует развитие историко-культурных контактов между населением Беларуси и Северной Европы в эпоху викингов. В топ-10 научных достижений написано очень сухо. Кордон Витебского подвинья. Расскажите, что это, как он выглядит? Сейчас комплекс Кордон – это городище. Вот это излучина западной Двины, где непосредственно примыкает городище и примыкающее к городищу два поселения. Плюс еще небольшое впадение ручья, которое, надеемся, будем исследовать впоследствии. Но у нас пока предположение, что ручей использовался как гавань, куда заходили небольшие корабли, которые сплавлялись по западной Двине. Это место, которое являлось узловым для Витебского подвинья. То есть туда стекались товары с окружающих регионов. Приходили купцы, выходцы из Скандинавии, скорее всего, из Центральной Европы, потом из южных районов Восточной Европы, из Хазарии.
из Волжской Булгарии 1000 лет назад. И целью их встречи это, конечно, была торговля. А теперь к самому интересному. Это все, что нашли? Здесь маленькая толика индивидуальных находок, то, что связано с торговой деятельностью. Здесь счет идет на десятки таких монет, обрезков монет. Можно, по крайней мере, представить те масштабы торговых операций, которые совершались. Ну и плюс география поступления монетного серебра, она просто обширна. Это и Арабский Восток, страны арабского халифата, и монеты, которые сюда поступили из Византии, плюс разнообразные пломбочки, которые маркировался товар. Ну, вот такие гирьки, которые имеют несколько граней, они бытовали именно вот на территории Скандинавии, стран Балтии, севера и центральной части Беларуси, именно для взвешивания вот в нормах скандинавской монетной системы. Женский глаз сразу уловил украшение, подвесочка. Я так понимаю, что вот это, наверное, что-то Это похожее. перстень. Нам, наверное, посчастливилось выявить и производственный комплекс. И таких комплексов, я подозреваю, будет не один и не два на памятнике, который занимался изготовлением украшений под вкусы тех жителей, которые жили и на кордоне, и в окрестностях. Уникальная для Беларуси находка, заготовка для ладьевидного браслета. Прототипы скандинавские, но потом вот эта скандинавская идея ладьевидного браслета получает распространение и в странах Балтии, и вот в Беларуси, как оказывается, и на территории современной Российской Федерации. Это и трапециевидная подвеска женская, которых было несколько. Одежда просто стояла как сарафаны, вот эти бретели. И вот между бретелями шли цепи, и к этим цепям через вот такие держатели подвешивались вот такие украшения. Плюс еще бутылочковидная, как мы называем их, привесочки, браслеты, перстни, изделия, мягко скажем, из желтого металла, которые тоже украшали жительниц того времени. Плюс мы видим уже распространение христианских традиций в регионе и на комплексе. То есть это изделие, которое несло не только функции украшения, но и христианской символики. Ну и, конечно, не только женские украшения, но и у нас и большой комплекс предметов, как мы называем, мужской субкультуры или предметов, которые характерны для дружинников или для мужчин более высокого социального статуса. Предметы вот жизнедеятельности – это и ключик, который тоже имеет, кстати, корни в Северной Европе, то есть оттуда к нам приходят замки кубической формы, и тут уже вот скандинавские прототипы, опять же, перерабатываются, развиваются. И в результате в 12-13 веках мы просто имеем массовое производство замков, самых разнообразных конструкций. Но начало вот именно начиналось на таких поселениях. Но и ранее, еще первые века первого тысячелетия, то есть почти 2000 лет уже назад, сюда приходят материалы, связанные уже с Римской империей, с провинциями Римской империи. Ну вот нам посчастливилось собрать коллекцию монет римского времени. Сергей, вот вы со своей командой копаете землю, а есть те, кто ныряют в поисках нашей истории. Еще одно направление современной археологии – это археология подводная. Так кто же и что же ищут в белорусских водоемах? Гэтую бомбу падводныя археолагі знайшлі падчас экспедыцыі ў вёсцы Жабер Драгічынскага района. 48-кілаграмовы боепрыпас гісторыкі назвалі артефактам часоў росквіту Вялікага княства Літоўскага. Яшчэ ў спісе значных знаходак сякера 1700 года, посуд і нават абломкі цэлага карабля, які затануў прыкладна ў 1812 годзе. Групу жа саміх падводных шукальнікаў можна па праве назваць першай. Сумесны праект Інстытута гісторыі Акадэміі навук краіны і ўладальніка сталічнага дайвінг-клуба быў створаны ў 2015-м. Да гэтага часу падводныя экспедыцыі на пастаяннай выснове не арганізоўваліся зусім. Можна сказаць, што на тэрыторыі Беларусі гэта адны з першых даследаванняў.
Дзесьці ў канцы 80-х спрабавалі праводзіць падводныя даследаванні яшчэ на тэрыторыі Беларусі нашы папярэднікі. Аднак у іх гэта не вельмі атрымалася. Для стварэння гэтага праекта былі ўсе перадумовы: аматарская цікавасць прафесіяналаў дайвінга і практычная патрэба археолагаў у пошуках новых артефактаў на землях, якія яшчэ ніхто не обследовал. Мы знаем, есть перечень исторических памятников, которые находятся на суше, они стоят под охраной и так далее. И, как правило, возле каждого из этих памятников есть какая-то вода. Это или река, или озеро, или там обводной ров и так далее. И туда никто не заглядывал. І новая каманда падводных археолагаў зазірнула, хоць спецыфіка такіх экспедыцый у нашай краіне асаблівая, вада ў рэках і азёрах каламутная, групе энтузіястаў за невялікі працяг часу удалося знайсці цэлы шэраг новых для вывучэння розных гістарычных перыядаў Беларусі важных прадметаў. Нам удалося знайсці вельмі шмат археалагічных артефактаў, якія трапілі ў рэчышча ракі Ясельды. Фактычна на сённяшні дзень мы можам сказаць, што ўздоўж замкавай пляцоўкі рака запоўнена археалагічнымі артефактамі, якія трапілі туды падчас жыцця існавання замка і буду і наступнага рунавання фартэцыі падчас паўночнай вайны. А яшчэ піянеры айчыннай падводнай археалогіі адзначаюць, такі кірунак працы дазваляе даставаць старыя рэчы з-пад пласта глею на дне вадаёмаў амаль у непашкоджаным стане. Мне здаецца, што падводная археалогія яшчэ такая, крыху выконвае ролю такой ратавальнай археалогіі, бо шмат рэчаў, которые знаходзяцца пад вадой альбо можа не зусім пад вадой, а вось на такім пераходзе ад вады до берагавой часткі, яна кожны год знішчаецца, і таму мне здаецца, што трэба шукаць вось такія вось помнікі пераходныя паміж вадой і наземнай часткай і даследаваць іх. За 2 гады працы прынцыпова новага праекту для беларускай навукі група правяла нямала даследаванняў. Усяго каманда навукоўцаў збіралася разам для 30 экспедыцый. Зараз удзельнікі праекта рыхтуюцца да новых прац. Падводныя археолагі ўпэўнены, самае сучаснае абсталяванне дайвінг-клуба Мінска і ўжо прафесійна падрыхтаваныя для апускання ў вадаёмы гісторыкі разам змогуць знайсці яшчэ больш новых артефактаў, якія ў далейшым дазволяць зрабіць сенсацыйныя адкрыцці. И вновь в центре нашего внимания археологическая сенсация 2016-го. Сергей, копают многие, но почему же именно ваши раскопки стали действительно сенсацией? Очень важно все-таки понимать те процессы, которые происходили в 8-х, 9-х, началу даже 10 века, когда начинает развиваться белорусская государственность. И вот что касается археологического материала, мы таких памятников имеем на территории Беларуси единицы, и то они не настолько масштабны, или наоборот, они разрушены, и мы имеем только фрагментарные такие осколочки. А здесь у нас не осколочки, не разбитое зеркало, а целое, что называется, зеркало, которое лежит у нас под ногами. Это и послужило основой для того, чтобы это вошло в топ-10. Мы искренне желаем вам удачи и благодарим за то, что нашли для нас время и рассказали очень много интересного. А мы прямо сейчас заглянем в фонды Музея Института истории Национальной академии наук. Обещаю, будет интересно. Современная мода на бытовые вещи меняется быстро. Оглянувшись даже на 10 лет назад, динамику развития увидеть несложно. Что касается средних веков, нового времени, тут модернизация занимала порядка сотни лет. Поэтому выставить хронологические рамки того или иного периода немного легче, потому стиль изделия и подходы его создания заметно отличаются. Каждый исследователь на фрагменте керамики, допустим, кости, либо какого-то изделия другого, он пишет название памятника, год раскопок, номер раскопа, пласт и квадраты, где он был найден, а также порядковый номер находки. После раскопок у археолога начинается ювелирная работа. Каждый осколок по-своему важен. Пропусти один элемент – получишь пробел в истории. Ведь археология в первую очередь – это учет, для чего и существуют фонды, где хранится от нескольких сотен до миллионов фрагментов древности. В фондах нашего Института истории счет экспонатов идет на сотни тысяч. Во время исследования Глузского замка, которое продолжалось много лет, были найдены фрагменты глиняной кафли различные. И исследователям, которые занимались изучением этого замка, удалось реконструировать на основе вот этой вот кафли
полностью внешний вид вот этой печи. По мельчайшим деталям выстраиваются не только печи, но и целые города, существование которых по сей день остаются неразгаданной тайной. Но благодаря современным технологиям и кропотливой работе профессиональных кладоискателей этот процесс значительно ускорится. Это проект «Наукомания» и смотрите далее. Из осколков собираем историческую ценность. Эксперимент программы. Обнаружить металл под землей поможет робот. Необычный проект молодого ученого из Минска. И откуда артефакт? Проведем прямо в эфире радиоуглеродный анализ. Найти и, нет, не обезвредить, а тщательно исследовать – это тоже археология. Прямо сейчас попробуем в программе провести небольшой научный эксперимент – сложить из осколков историческую ценность. А поможет нам в этом Елена Косюк. Елена, здравствуйте и спасибо за такой шанс. Добрый день. Косюк Елена Федоровна, научный сотрудник отдела археологии средних веков и нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси. Сфера научных интересов – археология и история ранних славян на территории нашей страны. Мы находимся в комнате камеральной обработки материалов в Институте истории Национальной академии наук. Здесь находятся материалы из раскопок довоенных лет. То есть все это керамика с одного раскопа. Камеральная – это… Камеральная – это значит, когда мы уже выкопали находки, исследовали какое-то поселение, либо какой-то памятник, мы их обрабатываем вот именно непосредственно на месте, то есть занимаемся расчисткой этих находок, склейкой, реконструкцией и зарисовкой, и дальнейшей интерпретацией. Это все камерально. В частности, здесь мы работаем с лепной керамикой, которой 1500 лет. Она лепилась без помощи гончарного круга, поэтому она очень хрупкая, и во время раскопок мы находим чаще всего фрагменты этой керамики. И в дальнейшем, если мы хотим получить полную форму, например, вот такую, как этот горшок, нам нужно провести следующие манипуляции. Мы берем обычный клей ПВА. Сколько времени уходит на то, чтобы вот склеить, ну, хотя бы вот такое? Примерно занимает около месяца, может быть, больше. Вот это все находится в земле. Чтобы это аккуратно достать из земли, нужно же аккуратно выкопать. Вот что сейчас в распоряжении у археологов? Я так понимаю, что какой-то автоматизированный труд – это не к вашей профессии, потому что все, наверное, ручками. Работаем обычными инструментами, лопатами, совками, кисточками. Все это тщательно расчищается, фиксируется каждый пласт. То есть это очень кропотливая работа на самом деле. А вот герой нашего следующего сюжета все-таки придумал устройство, которое, по его мнению, может упростить немножко жизнь, в том числе и археологам. И придумал он робот с металлоискателем. Давайте посмотрим, что это за устройство. В нашем следующем сюжете это новая рубрика программы, которую мы делаем вместе с Белорусским союзом молодежи. Я задумался, можно ли создать, поменьше робота, чтобы не тратить столько много времени и ресурсов. Потом началась разработка металлоискателя, самого датчика этого. Искал готовые варианты, просмотрел то, что уже есть, но все это было очень сложно, дорого, долго, и решил попробовать сам что-нибудь сделать. Робот управляется с любого смартфона, ноутбука, у которого есть Bluetooth. Устанавливается приложение на телефон, ноутбук не нужно. Заходите в приложение, быстро подключается по Bluetooth. Это очень быстрое соединение, буквально минуты-две, и робот полностью готов к работе. Ну что ж, а мы возвращаемся к археологии. Елена, может быть, все-таки попробуем что-то склеить? Да, конечно. Вот, например, как можно увидеть, слом довольно свежий. Можете брать клей. Аккуратненько намазываем одну часть. И вторую часть тоже, чтобы оно имело стык. Попробуйте, вы почувствуете, когда оно. О! Да. Вот в таком виде мы оставляем несколько часов, чтобы клей засох. Эти формы мы клеим для того, чтобы потом графически их представить. Берется горшок. У нас есть специальные также способы зарисовки, методы. Есть специальный способ определения диаметра этих горшков, диаметра дна, чтобы это все на бумаге выглядело натурально. А диаметр венчика можно также определить с помощью вот таких лекал. Это очень просто. Дальше мы зарисовываем этот сосуд, представляем графическую часть. Ну и в дальнейшем это все выходит в публикациях. Например, вот в таком виде. Класс. Спасибо, Елена, огромное. А мы отправляемся к геологам, узнаем уже совсем скоро, какую роль они играют в развитии современной археологии. А пока же удивляйтесь самым необычным археологическим находкам в мире.
Розетский камень. Каменную плиту нашел 15 июля 1799 года капитан французских войск Пьер Франсуа Бушар в Египте, возле небольшого города Рашид. На камне высечены 3 идентичных текста. Один написан древнеегипетскими иероглифами, второй — египетским дематическим письмом, третий — на древнегреческом языке. Датируется 196 годом до нашей эры. Древняя Троя или Илион – город с богатой историей и легендами. В 1870 году по стопам Гомера немецкий археолог Генрих Шлиман, не имея ни нужного образования, ни разрешения на раскопки, осуществил свою детскую мечту, которая принесла ему славу и неслыханное богатство. Находки на Тамане – античный город Фанагория, основанный примерно 2550 лет назад. Жители покинули его в конце 9-го, начале 10 века нашей эры. Почему? Это остается загадкой. Венера Милосская создана примерно за 100 лет до нашей эры греческим скульптором. Раскопал статую французский моряк Вутье в 1820 году. Сейчас увидеть символ античной красоты можно в Лувре. Это проект «Наука о Мане», и мы уже в одной из лабораторий научно-производственного центра по геологии. Приехали мы сюда не с пустыми руками. Вот этот лосиный рог, нам сказали, нашли при раскопках на Кривинском торфянике в Бешенковичском районе. Сколько же лет этому артефакту, попробуем выяснить прямо сейчас. Я очень надеюсь, что в этом поможет нам Галина Лучина. Галина Ивановна, я по адресу? Да, конечно, вы по адресу. Галина Ивановна Лучина, ведущий инженер филиала Центральной лаборатории научно-производственного центра по геологии, специализация радиоуглеродный анализ. Каким образом мы будем определять, я не знаю, происхождение, возраст, может быть? По периоду полураспада можно определить, погрешность, конечно, не исключена, но довольно точно. До 50 тысяч лет вот этот метод позволяет сделать определение. Вначале образец измельчается, исходный, до определенного размера и подвергается химической обработке. Она необходима для того, что если образец где-то хранится в земле, допустим, там или в воде, то он может загрязняться современным углеродом. А нам современный углерод совершенно не нужен. Галина Ивановна, тогда не будем вам мешать, начинайте готовить наш артефакт к эксперименту, а мы отправляемся в Институт природопользования и посмотрим, какие еще методы обработки артефактов сегодня существуют. Одним из летописцев нашего происхождения является пыльца, а ученые, которые это исследуют, занимаются вовсе не медом и отнюдь не изучением пчел. Ведь такой элемент, как пыльца, мало того, что содержится практически везде, так еще и неубиваем. Хоть в ледник Антарктиды отправь или в космос запусти, информация сохранится. В отношении археологии тоже применяют метод спорово-пыльцевого анализа. Это когда мы получаем образцы, проводится химическая обработка этих пород и извлечение из нее именно фасильной пыльцы, то есть пыльцы, которая накапливалась несколько тысяч лет тому назад. Определить, когда на территории нашей страны появилась производственная деятельность человека или становление животноводчества, можно еще одним путем – дендрохронология. Датирование объектов происходит по древесному паспорту, срубу дерева, по количеству колец, на котором подсчитывается возраст. Если мы возьмем любую, скажем, какую-то картину или что-то еще, то и ее рамка, она будет деревянная, или картина, допустим, икона будет нарисована на дереве, то можно определить, какого возраста это дерево. Если мы найдем идола, скажем, в речке, что недавно было как раз в речке Дриса, если я не ошибаюсь, был найден идол. И этим методом определили, что он оказался не старый, а новый. Хотя первичные археологи думали, что ему уже несколько тысяч лет, что он еще с дохристианских времен. Но когда определили более точно, то оказалось, это, в общем-то, новодел. При обработке дерева важно не снять лишний слой, тем самым не повредить его биопаспорт. Дендрохронология развеет надежду на старинные артефакты или доказать, с какой находки несколько тысяч лет, иными словами, найти истину. В этом и есть помощь современным археологам. Ну что ж, возвращаемся в лабораторию. Галина Ивановна, я так понимаю, химическая обработка уже прошла успешно? После химической обработки и сушки образца и определения внеорганического вещества в образец мы добавляем немного окиси марганца для окисления, чтобы реакция происходила быстрее. Перемешиваем его с нашей навесочкой. У нас уже готово. Теперь мы в этот внутренний стаканчик кладем на дно кварцевую вату,
Чтобы не просыпался образец, вот так его утрамбовываем аккуратненько. И помещаем нашу навеску в этот внутренний стакан. Затем мы накрываем кусочком фольги реактор внутренний, в котором находится материал. И в наружный реактор помещаем навеску лития. Помещаем вот эти стаканы один в один и переходим для спекания к термопечи. И закрываем крышкой вакуумной установки, подключенной к вакуумному насосу. То есть воздух откачиваем? Конечно, все должно происходить без доступа воздуха обязательно. Теперь мы можем этот реактор опустить в печь, где у нас будет сам происходить процесс пиролиза. То есть спекание СО2, образец горит, органика сгорает, выделяется СО2 газ, и он улавливается литием, и получается карбид лития в итоге. Процесс сам идет 30-35 минут. Из печки достали. Да, вот наш наружный реактор. От внутреннего мы освобождаемся, он нам не нужен. Наружный реактор с карбидом лития мы помещаем вот на эту установочку, которая у нас называется установка синтеза бензола. У нас получение ацетилена идет на первом модуле. Вода поступает вот в этот реактор. Начинается кипеть кислота. Через нее проходит ацетилен и улавливается здесь жидким азотом. Далее вот ацетилен, когда мы уже накопили здесь, мы должны его перегнать в этот модуль. Мы здесь его улавливаем в эту пробирочку ацетилен и после этого сажаем его на катализатор хромоалюмово-надиевый. И в результате реакции обычной на этом катализаторе у нас получилось нужное количество бензола для счета. Ставится в такую кассету и помещается в счетчик для дальнейшего счета. Это у нас, так сказать, самый важный, заключительный, финальный этап. И уже на этом счетчике по определенной программе производится расчет возраста. Когда же мы узнаем цифру? К сожалению, не раньше, чем через сутки. Спустя сутки мы все-таки вернулись в научно-производственный центр по геологии, забрали наш артефакт. Как видите, он практически цел. Для эксперимента понадобилось совсем немного. И выяснили, что этому лосиному рогу примерно 4500 лет. Это была «Наукомания». Я, Екатерина Берецкая, прощаюсь с вами, но лишь для того, чтобы ровно через неделю вновь сказать «Здравствуйте». Смотрите в будущее вместе с нами.